В социальных сетях все чаще появляется информация о молодых людях, которые заснули и не проснулись. Причины наступления таких смертей разные. Однако, как оказалось, одна из самых распространенных – передозировка наркотическими средствами. Эта проблема, несмотря на непрерывную борьбу, не теряет актуальности. И наиболее чаще употребляемым допингом стали психотропные вещества. Почему они употребляли наркотики? Они считали, что если это лекарство произвели в фармацевтических условиях, то это не вредно. Второй фактор, почему это дешевизна, определенно дешевые были эти виды наркотика, доступность, то есть они сплошь и рядом везде продавались, и отсутствие серьезного наказания. Там, кроме административного штрафа за хранение, употребление, ничего больше не предполагалось. Больше всех подвержены подростки с нездоровой обстановкой в семье, а именно закомплексованные, лишенные родительского внимания и поддержки, в том числе и дети из обеспеченных семей. И очень часто родные даже не подозревают, чем увлекся их ребенок. Взрослые клиенты, которые ко мне сегодня приходят, они не помнят, как их кормили или как их одевали в детстве. Они не это запоминают. Они запоминают душевный контакт, который им давали, как их унижали прилюдно, как их сравнивали, как им говорили, что ты ни к чему не способен, ты ничтожество. Вот это запоминается очень хорошо. Но опять же, если родители внимательные, они всегда заметят, что ребенок стал не тот, что ведет он себя очень странно, то очень агрессивно, а то вообще такой прям мягкий, такой хороший, прям такой услужливый. То есть вот такая, знаете, резкая смена настроения. То такой, то сякой. То есть внимательный родитель это заметит. Люди, которые употребляют наркотики, как таковой опасности для общества не представляют, отмечают наркологи. Они непредсказуемы только в случаях ломки и когда очередная доза для них тяжело доступна. Именно в такие моменты организм отказывается работать, чувствуют сильные боли, подавленное состояние и зависимые могут проявить агрессию. Пенсию же давали. Когда уже наркозависимому требуется доза, он становится очень обаятельным, очень артистичным, очень харизматичным человеком. Он убедит тебя в чем угодно, и ты ему поверишь. Ты ему поверишь, ему хочется верить. Это такой вечный подросток, веселый, безумно обаятельный. Просят деньги, и родители отказывают. Когда мне рассказывают мои, матери этих детей, они говорят, я просто его не узнаю. Там глаза какого-то убийцы, потому что там столько ярости, столько зла. У меня бывает ощущение, что он меня реально сейчас убьет. Потому что человек сам себя не может контролировать. Он не понимает, что им управляет его тело. Очень часто наркоманы теряют себя как личность. Ничего не остается от таких качеств, как сила воли, целеустремленность, стыд перед обществом. Со слов специалистов, спасать таких тяжелее всего. Ведут себя наркоманы по-разному, в зависимости от употребляемых средств. Продолжительность действия у каждого разная. Так, к примеру, при употреблении такого психотропного средства, как соль, человек испытывает галлюцинации, депрессию, нервозность, расстройство психики. К наиболее тяжелым последствиям приводит употребление героина. Мефедрон, например, пировалерон, они вызывают прилив энергии, силы. Они очень активные, действенные, они не могут на одном месте усидеться, удержаться, они постоянно какие-то действия совершают. Если они употребили примерно анашу, марихуану, тоже у них активность появляется, безудержный смех, все их смешит, все их радует. Героин, морфин, они вызывают благодушное, беспечное состояние. Человек просто уходит в какой-то угол, ему хорошо, он расслабленно, чуть в улыбке сидит и проводит время. Однако эйфория проходит быстро. Употребление этих средств провоцирует такие болезни, как гепатит, ВИЧ, разрушение зубов, центральной нервной системы, психические нарушения, отказ работы печени, снижается иммунитет. Продолжительность жизни употребляющего морфин и героин – 5 лет. Передозировка приводит к летальному исходу. А вот гашиш, коноплю, травку многие считают безопасными средствами. Но длительное их употребление приводит к нарушению репродуктивной функции, нервным срывам, развитию злокачественных образований. От кокаина очень быстро наступает зависимость, достаточно всего нескольких приемов. И на сегодняшний день самым эффективным путем решения проблемы наркомании считается 12-шаговая программа. Это программа, которая используется во всех реабилитационных центрах у нас в республике. И это действительно помогает. То есть, чтобы научить человека в социуме жить, в обществе, то есть жить, и чтобы он, желая, имея эту зависимость, себя сам контролировал,
Вот его учат вот так вот контролировать себя в обществе. Вот такая работа, это основа выстроена бывает. На сегодняшний день на первом месте среди наиболее часто употребляемых средств в регионе находится марихуана, примерно 70%. На втором – аптечная наркомания. Ее популярность объясняется доступностью и отсутствием серьезного наказания. На третьем месте – психостимулирующие средства, сольфедрон. Число употребляющих наркотики опийной группы значительно меньше. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.